Прошедшие 2 года назад парламентские выборы дали жителям нашей страны очередную надежду на изменение жизни в лучшую сторону, как, впрочем, и все выборы, которые проходят в Республике Молдова. Это и открытие рабочих мест, и реформы в различных областях, повышение пенсий и так далее. Однако выборы проходят. И что дальше? Видим ли мы выполнение данных обещаний, которые так уверенно звучали из уст кандидатов в предвыборный период? На все эти вопросы мы хотим получить ответы в ходе передачи «В центре внимания». В рамках данной программы я предлагаю обсудить тему развития экономики и сельского хозяйства. В этой области также было много обещаний, например, открытие 100 новых животноводческих ферм по стране, предоставление грантов до $10 тысяч молодежи в возрасте до 35 лет, которые хотят инвестировать в сельское хозяйство, банковские льготные кредиты и так далее. Эту тему мы будем обсуждать в Камрадской студии с Сергеем Кара, деканом аграрного факультета Камрадского государственного университета, и Олегом Герчу, председателем Ассоциации овцеводов и козоводов Гагаузии. Здравствуйте, уважаемые участники. Добрый день. Добрый день. И на связи с нами в Кишиневской студии депутаты парламента Республики Молдова. Елена Боднаренко от ПКРМ, Раду Мудряк от партии социалистов Республики Молдова и Корнел Дудник от Демократической партии Республики Молдова. Здравствуйте, уважаемые участники нашей передачи. Напомню телезрителям, что в эфире постэлекторальные дебаты, и прежде чем мы приступим к дискуссии, давайте вспомним предвыборные обещания некоторых партий в 2014 году, касающиеся данной темы. Смотрим репортаж. 2014 год. Ноябрь месяц. Предвыборная кампания в парламент Республики Молдова. Все партии, которые боролись за мандат депутатов в законодательный орган, давали своим избирателям обещания, ездили по селам, рассказывали о предвыборных платформах, говорили об инвестировании. Касались эти обещания и развития сельского хозяйства. Куда экспортируются основные наши яблоки? 93% на российский рынок. А где основная масса людей? Более 700 тысяч человек в Российской Федерации. Вернулись бы наши все, кто за границей, я так думаю. Чем туда отдавать за границу деньги, они бы у нас здесь оседали. Насколько я своими мозгами соображаю. Рабочие места, светлая жизнь наших детей. Вот что значит европейское будущее для нашей страны. Вы посмотрите, у нас молодежь уезжает семьями, потому что негде работать. Я работала в университете, студенты как говорят, мы выучимся, а где нам работать? Первый вопрос, где нам работать? Мы добьемся пересмотра глобального соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Мы вернемся к стратегическому партнерству с Россией. Мы проведем референдум о вступлении Молдовы в таможенный союз. Прошло 2 года. Что из этих обещаний выполнено? Состоялся ли референдум о вступлении Молдовы в таможенный союз? Экспортируются ли наши яблоки на рынке Российской Федерации? Созданы ли 100 новых животноводческих ферм в нашей стране? Для чего, собственно, делаются такие заявления кандидатами в предвыборный период, если после выборов находится 1000 аргументов того, почему эти обещания невозможно выполнить? Не секрет, что наша страна аграрная. Если внимательно посмотреть на карте, то можно заметить, что очертания Молдовы по форме напоминает гроздь винограда. Для нас очень важно, что мы выращиваем и куда экспортируем, как развиваем свою экономику. Я хочу адресовать свой первый вопрос сразу депутатам парламента Республики Молдова. Скажите, практически все партии в предвыборных программах говорят о развитии сельского хозяйства в стране. Вот что выполнено за эти 2 года из тех обещаний, которые были даны в 2014 году, именно в области развития сельского хозяйства? И какие законодательные инициативы были приняты депутатами в поддержку сельхозпроизводителя? Единственная просьба, чтобы ответы были ваши короткие, не более 3 минут, чтобы мы успели, все участники, чтобы успели высказаться в ходе передачи. Добрый вечер, Камрад. Мы приветствуем всех жителей Гагаузской автономии, благодарим канал «Регионал» за возможность участвовать в поствыборных дебатах. На мой взгляд, это единственный телеканал, который последовательно и планомерно проводит дебаты
на которых депутаты, представители различных парламентских партий представляют отчеты о выполнении своих предвыборных программ. Действительно, наша страна аграрная, действительно, сельскому хозяйству правительство, любое правительство, тем более то правительство, которое ответственно относится к порученному ему делу, должно относиться с огромным вниманием, и развитие сельского хозяйства должно быть первоочередной задачей, приоритетом в программе деятельности правительства. Я представляю партию коммунистов Республики Молдова, и это именно та партия, которая получила в наследство в 2001 году разрозненную абсолютно страну, села, в которых существовало по 10-15 более-менее крупных хозяйств. Имущественная квота была передана в аренду, либо не обрабатывалась, если мы говорим о земле. Имущественная квота, которая представляла из себя здания, сооружения, технику, скот, в большинстве своем была уже приватизирована либо уничтожена. В этой ситуации партия коммунистов Республики Молдова в первую очередь поставила акцент на консолидацию сельскохозяйственных земель, что нам удалось в очень большой степени, и на поддержку посредством субсидирования, выращивания той продукции, которая представляет интерес и может продаваться качественно, хорошо и приносить пользу государству. Так поддерживалось выращивание или разведение яблочных садов, персиковых садов, сливовых и так далее. Поддерживалось выращивание свеклы, выращивание сои, выращивание табака, разведение ореховых плантаций. К большому сожалению, если мы будем говорить, как продолжается программа субсидирования сельского хозяйства, то здесь у действующей власти, к сожалению, сегодня вы объявили о том, что есть представитель правящего большинства, но его нет. И в первую очередь, конечно, вопросы о том, как выполняются предвыборные обещания, рационально задавать представителям власти, потому что у них есть возможности, у них есть инструменты выполнять свои обещания. В отличие от нас, партии коммунистов и партии социалистов, которые сегодня находятся в оппозиции, даже сложив вместе свои голоса, нам их недостаточно для того, чтобы продвигать те или иные сельскохозяйственные и другие инициативы. Так вот, вернемся к субсидированию. На сегодняшний день существуют задолженности по субсидиям в сельское хозяйство еще с 2014 года. Называя большую сумму субсидирования на 2016 год, правительство скромно в кавычках умалчивает о том, что большая часть этой суммы – это задолженности по субсидиям 2015 года. 2016 год уже на исходе, и мы предполагаем не без основания, что эти субсидии не будут возвращены ни за 2015 год, ни выплачены за 2016 год. Нет микрокредитования в сельскохозяйственной сфере, к огромному сожалению. Ну и если говорить о пересмотре соглашения с Европейским Союзом, то к нему никто не приступал, хотя действительно у двух партий вопросы с пересмотром или денонсацией соглашения в предвыборной платформе были. Мы, например, коммунисты, говорим о том, что соглашение надо пересматривать, и мы будем придерживаться этой позиции и в случае досрочных парламентских выборов, которые мы считаем нашей стране очень нужны, и мы их будем добиваться. В остальном же ситуация в сельском хозяйстве не улучшается никак, только ухудшается. И я думаю, что у нас еще будет время сегодня об этом говорить. Да, добрый вечер. Я представляю партию социалистов, депутат от фракции социалистов. В том числе я являюсь председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству. В том, что было выше сказано, те обещания предвыборной кампании, мы можем вернуться к ним и констатировать о том, что впоследствии того, что было подписано
соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы считаем, что это была ошибка на данном этапе. Но, несмотря на это, мы обещали о том, что будем открывать экспорт Российской Федерации, исходя из того, что это наш стратегический партнер. Несмотря на это, что власть не предприняла категорически ничего в эту сторону, мы добились о том, чтобы открыть хотя бы минимум, что можно было открыть, взять на себя ту ответственность за эти компании, которые были включены в список экспортеров в Российской Федерации, и мы в 2015-2016 году вроде бы как чуть-чуть в той ситуации, когда есть не, я хотел сказать, как власть говорят, что эмбарго, да? Да. Над Республикой Молдова, но это ограничение по экспорту в Российской Федерации, исходя из того, что Молдова стала уже или подписала с Евросоюзом это соглашение, было какие-то поставлено ограничение, чтобы европейская продукция не попала на российском рынке. Но несмотря на это, январь, февраль, март месяц власть допустила того коррумпированного системы, что польские яблоки попали в Российской Федерации. Я как председатель комиссии имел очень большую войну с властью для того, чтобы приостановить эту схему. Наконец-то мы ее приостановили. И на данном моменте Российская Федерация не приостановила экспорт. И включительно того, что было включено и компании по производству продовольственных консервов, мы можем говорить, что на сегодняшний день это проблема для всей Республики Молдова. Но давайте вернемся к тому, что мы впервые с того момента, как меня избрали как председатель комиссии по сельскохозяйству, начали делать рабочие заседания комиссии в территорию. В том числе мы провели рабочую заседание рабочей комиссии в Камрате год назад, в конце ноября, начало декабря, где мы поставили как задачу, чтобы мы из первых уст услышали и послушали все проблемы, которые есть в территории, не от чиновников, но и от производителей, и от местных властей. Например, мы добились того, что в регламенте о субвенционировании не было включено, что колхозы имеют право на субвенционирование. Это было, и они изменили, власть изменила в 2009 году не по другим причинам, а исходя из того, что называет название колхоз, форма организации. Мы добились того, что в этом году, в 2016 году, колхоз «Победа», это довольно крупное предприятие, или даже можно сказать о том, что их налоги, которые они платят в течение года, больше, чем налог на весь Тараклийский район. Поэтому мы добились того, что колхозы оставили для того, чтобы они были субвенционированы. Но появились другие проблемы впоследствии того, как наша власть подписала с Всемирным банком о том, чтобы имели кредитование Республики Молдова. Естественно, им поставили некоторые задачи для этого, а именно о том, чтобы срезать субвенционирование. В 2016 году 50% из той квоты субвенционирования было срезано для сельскохозяйственников. То есть из 400 миллионов, которые были предназначены в этом году, практически осталось 200 миллионов. То есть те сельскохозяйственники, которые надеялись в этом году, чтобы оплатить кредиты, оплатить долги, они вновь остались с неоплаченным кредитом. Мы видели впоследствии эти кража миллиарда, которая произошла в Республике Молдова, доллар и евро поднялись
с 12 на 20 или с 13 на 22 лея. Но и вся техника, это импорт, все пестициды, гербициды, все остальное, это опять импорт на основании валют. И опять сельскохозяйственники остались в той ситуации неблагополучной, которая есть. Поэтому мы будем в дальнейшем воевать для того, с властью, чтобы разблокировать экспорт Российской Федерации, пересмотра договора об ассоциации. Я думаю, что в дальнейшем у нас будет еще беседа, мы сможем аргументировать и другие ситуации, которые создались на данном моменте в сельскохозяйстве. Ну что ж, спасибо вам за ответы. Что ж, уважаемые участники, давайте посмотрим, какова ситуация у нас в Гагаузии. Можем ли мы похвастаться успешным развитием в нашем регионе отрасли сельского хозяйства? Господин Герчу, вы являетесь руководителем объединившихся в ассоциацию фермеров. Да? Объединение необходимо было для того, чтобы данная отрасль лучше развивалась. Так? Что вам удалось сделать? Ну, как таковых больших успехов мы не достигли, потому что куча проблем. Во-первых, самая первая проблема – это пастбища. Пастбища распахиваются, пасти скот вообще негде. Все людей, все засеивается пшеницей. У нас практически не осталось. 60-70% пастбищ по Гагаузии. Допустим, я хочу сказать только за Гагаузию. Я не знаю, как дела обстоят по всей Молдове, хотя мы общаемся с представителями со всех районов, и все жалуются, что у них такие же проблемы. Первая проблема – это пастбища. Все распахивается. Давайте абсолютно. О проблемах чуть позже мы поговорим. А сейчас вот для чего вы объединились в эту ассоциацию? Какие вопросы решаются? Легче ли вам решать вместе эти вопросы? Я говорю, конечно, мы собираемся, обсуждаем свои проблемы, но пока я еще раз говорю, что проблемы пока не решаются. У нас нет сбыта. Еще один вопрос у нас тут. Украинская молочная продукция вот здесь вот тоже создает нам большую конкуренцию. И работать очень трудно. Кредиты люди не могут брать. Вот люди огромные, каждый день у меня минимум 3-4 звонка поступают, что люди продают стада, уезжают отсюда вообще. Просто проблем куча, море. А как ассоциация, куда-то вы ездите, может быть, обмениваетесь опытом, видите, как другие работают? Вот буквально год назад мы были в Турции по обмену опытом. Нас приглашал туда председатель федерации, Турецкой федерации. Конечно, как там поставлена работа, там Министерство сельского хозяйства, ассоциация, там работают институты, там все очень четко, там субсидирование 50%. Там созданы все условия, чтобы люди работали, абсолютно. Там человек, его задача только выращивать мясо и молоко производить. Все, у него других задач нету. Даже кормом, если у него трудные года, ему государство помогает даже кормом. Все, там созданы все условия, абсолютно там. Как у них со специалистами обстоят дела? Специалисты, у них целые институты в каждой провинции, у них есть, допустим, там на 2-3 провинции у них есть институт, допустим, сельского хозяйства, который занимается именно институт, допустим, козоводством, овцеводством. Два раза в неделю их стада посещают ветеринарный врач, зоотехник. Там, я говорю, там у человека только задача производить мясо и молоко. То есть это хороший опыт, да? Там мы вот сейчас вот на данный момент ведем переговоры о заключении с ними, с Турецкой ассоциацией, договора о сотрудничестве и взаимопомощи. Посмотрим, как это будет. Небольшие проблемы у них там в Турции. Чуть дальше вы расскажете нам и об этом. Я сейчас хочу спросить господина Кара, вот как вы считаете, насколько важно поддерживать уровень образования в этой области и иметь профессиональных специалистов именно вот в сфере сельского хозяйства? Да, спасибо. Сегодня, когда мы говорили про эти проблемы, говорим о том, что сбыт не всегда есть, есть другие проблемы. Это все накладывает свой отпечаток и на образование. Потому что сами дети, они более просвещенные, сейчас открывают страницы интернета, читают газеты, смотрят СМИ, они видят, что есть проблемы в сельском хозяйстве. Так. Нету сбыта и ряд еще других проблем. И поэтому это
Сказывается это и на сказывается учебе, да? на поступлении самих студентов на аграрно-технологический факультет. Я в частности это могу сказать. А сколько в нашем- студентов в год выпускает аграрный факультет? Я могу сказать, что в этом году мы выпустили 14 выпускников по лицензиату и 9 человек по магистратуре. Специальности были такие по лицензиату: это виноградарство и виноделие и ветеринарная медицина. Магистратура была производство виноградо-винодельской продукции в условиях Юга Молдовы. И я хотел бы докончить мысль, если можно, что это накладывает свой отпечаток. Но сейчас, когда хотят уже развиваться дальше компании и фирмы, 5 лет уже прошло, 4 года прошло, им нужны готовые специалисты. Да. И ощущается такой пробел, что 5 лет назад не поступали, не было этих ребят, а сейчас нужны готовые специалисты. И я подчеркиваю, что готовые, потому что к нам обращаются в университет предприниматели и говорят: вот нам нужен уже готовый специалист. Если вы помните, раньше были такие моменты, что были соглашения между теми или иными компаниями, фирмами сельскохозяйственного направления. С университетом, да? Да, и целенаправленно могли поступать дети. Или если мы говорим о том, что вот необходимы такие-то специалисты, то это надо, чтобы аудитория знала. И дети после бакалавра, да, знали, куда можно пойти, где будут перспективы в дальнейшем их трудоустроить. Много делается в этот период времени администрацией нашего Камрадского госуниверситета, руководством Гагаузии. Я могу сказать, что в этом году мы больше набрали студентов. Благодаря... В этом году сколько студентов больше вы набрали? Сколько студентов? По нашему факультету мы набрали 2 группы первого цикла стационара, 1 группу заочного отделения, 1 магистратура. А по университету мы тоже набрали по сравнению с прошлыми годами неплохо. Я думаю, что это большая заслуга руководства нашего Гагаузии, потому что мы проводили когда агитации, с нами были представители с исполнительной Исполкома, да? власти, даже и Башкан Гагаузии принимал участие. Это помогло вам? Это нам помогло, и буквально несколько дней назад были вручены господином Башканом сертификаты студентам, 100 стипендий лучшим студентам. Они будут выдаваться каждые полгода. То есть с этим тоже мотивировать, чтобы они лучше учились. Сумма какая? Сумма по 400 лей. Вот. Это кроме стипендий, да? Да, это если мы говорим, что это лучшие студенты, значит они получают стипендию и государственную. Вот, и плюс еще и та стипендия, которая будет выдаваться нашим скажите, руководством. находят ли они после учебы работу, эти студенты? Здесь мы тоже ведем работу непосредственно я могу сказать про наш факультет. Мы часто были у руководителя АПК Гагаузии. В этом году мы пригласили даже руководителя АПК председателем государственной комиссии, когда у нас давались государственные экзамены. И он пришел с готовым списком, конкретно кому, каким предприятиям необходимы какие специалисты. С АПК, да? Да. Кстати, мы их тоже приглашали на сегодняшнюю передачу, но что-то они не подошли. И ребята, которые выпускали, сдали экзамены, они получили телефоны, номера, и чтобы они уже дальше контактировали. Мы договаривались, что наши встречи на этом не закончатся, и проводить беседы с ребятами еще из первых курсов, чтобы их ориентировать, потому что когда они получили такую информацию, они тоже не ожидали, что такое может быть, и они уже были направлены, целенаправлены, честно скажу, уехать за границу. То есть у них уже были свои планы. Если же это будем проводить с первого курса, 2, 3, 4, то, возможно, у нас специалисты да, и будут. хотелось бы, над этим надо еще вести работу, чтобы такие встречи были не только с исполнительной властью, но и с предпринимателями, что они могли воочию видеть этих предпринимателей. Они могли слышать о тех возможностях, которые могут быть представлены этим ребятам, и чтобы их заинтересовать. Иногда мы сталкиваемся с проблемой, где
проходить практику студентам. И мы вот как раз возможность направлять их на мы на предприятия. личном уровне звоним нашим выпускникам, нашим друзьям, знакомым, и на этом уровне решаем эти вопросы, составляем договора между университетом, между этими предприятиями. Пользуясь случаем, что я нахожусь в этой аудитории, я хотел бы всем предпринимателям сказать, что большое спасибо, кто нас принимает, и тем, кто не работает еще с нами, примите наших студентов на практике, это будет большая возможность для вас выбрать из них самых Хороших лучших специалистов, и да. оставить у себя на работе. Мы ведем такую работу, кто где трудоустроился. Могу сказать, что сейчас спрос, так скажем, да, на специалистов нашего факультета есть. Есть, да? Но в большинстве случаев эти ребята не были готовы к этому. Они делали свои планы, но в этом году вот мы трудоустроили 3, это точно могу сказать вот сейчас. Они работают на И предприятиях юга Молдавии и выращивают виноград. А один из них на винзаводе работает. Спасибо. Чуть позже мы еще поговорим об этом. Сейчас я просто хочу спросить, вот как вы думаете, может ли сегодня молодой фермер взять кредит для создания животноводческого комплекса и стать успешным фермером? И вообще, сколько денег для этого нужно? Господин Герчу, вот вы как фермер, как Ну, вы думаете? молодому фермеру, допустим, начинающему фермеру с нуля, можно сказать. очень Взять трудно, кредит? очень трудно это сделать. Во-первых, он должен иметь хотя бы год работы в этой сфере. Банки, у нас нету банков, которые, вот, допустим, как вот раньше был Агробанк. Он называется Агробанк, но это коммерческий банк. Люди приходят туда, допустим, человек приходит со своим бизнес-планом таким, говорит, что вот там, допустим, там, я хочу там 100 овец купить или 200. Ну, ему, естественно, как бы отказывают. Но если у него есть хорошие поручители, там, недвижимость, что-то, то могут дать кредит. А так, если человек начинающий фермер, то я думаю, это очень трудно. Сложно, да? Очень сложно, да. Господин Кара, как ваше мнение по этому поводу? Коротко. Я думаю, что это будет очень сложно. Почему? Потому что нужен стабильный рынок сбыта. Для того, чтобы любой предприниматель, если мы говорим сейчас о молодом, чтобы он знал, что он возьмет кредит, он поставит свой бизнес, и он будет продавать свою продукцию и оплатит этот кредит. К сожалению, полгода мы говорим о том, слышим, что продукцию можно отправить сюда, через полгода слышим, что ее нельзя отправить, нужно в другое место, в другие страны. Так? Каждый рынок имеет свои особенности. Надо изучить эти особенности, требования и так далее. На это нужно время, на это нужны специалисты, которые бы грамотно могли представить товар, производимый у нас. И я думаю, молодому специалисту сложно будет, потому что мы говорим о том, что он специалист по производству продукции. А там, в этой компании, фирме, должен быть человек, который сможет дальше реализовывать ее. Если мы говорим о том, что было когда-то раньше, были так называемые за год конторы, то есть которые занимались заготовкой. Предприятия. Предприятия, которые заготавливали шкуры, мясо и так далее, и так далее. И мы знали, сколько необходимо будет, какая потребность в том или ином районе, и люди производили эту продукцию, они знали, что ее можно будет сбыть. Куда-то сбыть. И если вы помните, мы говорим сейчас о мелком производстве, то у нас даже в Камрате многие частные, так скажем, даже не было фирм, в доме имели овец, имели другой скот, а они эту шерсть, эти шкуры сдавали, продавали. Это своего рода тоже был как малый бизнес. Они на этом не специализировались, но могли что-то заработать. Сегодня, к сожалению, этого нет. Я думаю, что молодому человеку будет в этой области сложно. Хотя он знает, как вырастить, как ухаживать за тем животным, но вот столкнется, наверное, с такими проблемами. Спасибо. Сейчас я предлагаю посмотреть репортаж о том, насколько оправдались надежды молодого фермера из села Кирсово, взяв кредит в банке, чтобы заняться этим видом деятельности. Смотрим сюжет. Испокон веков в Буджакской степи овцеводство было основной отраслью животноводства. Занятие данным видом отрасли всегда было престижно, прибыльно и, самое главное, оно всегда было надежным основанием развития экономики края.
Руководствуясь такими побуждениями, 3 года назад уроженец села Кирсово приобрел племенных породистых овец для занятия данным делом на основе современных требований. Для того, чтобы начать свой бизнес, молодому человеку потребовались финансовые средства. Он взял кредит, заложив большую часть имущества. Затем выиграл грант и получил субсидии. Но, по словам фермера, это не способствовало решению всех проблем. Мы затратили на овец 500 000 лей. Из них 300 000 мы взяли молодежный кредит, а остальные 200 000 взяли простой кредит в банке сначала. Из 300 000 доля гранта была 120 000 лей под 7,5% годовых и 200 000 по 12% годовых. Сегодня, чтобы взять кредит, надо что-то заложить. А так как нету людей, что заложить, то получается, что сложно. Несмотря на то, что у фермера имеется сертификат на племенное производство, спроса на продукцию уже давно нет. Предприниматель утверждает, что он посещает всевозможные семинары, на которых ему обещают помочь, однако пока ситуация не меняется. Сегодняшний день у нас молодое поголовье штук 70. Автомат ярочек мы оставили на воспроизводство. И в прошлом году мы оставили тоже штук 70 на воспроизводство, для того, чтобы в этом году они уже будут иметь, дадут нам какой-то плод, посмотрим, что у нас получилось. Но на сегодняшний день на рынке нет никакого Молдовы. В прошлом году был покупатель, но потом отказался, так как не было субсидий. Соответственно, ему не дали денег и отказались покупать. И оставляем все себе на сегодняшний день. И мужских, и женских, ничего не продается. Нужна рабочая сила, но люди отказываются работать и требуют более высокую заработную плату. А между тем молодой предприниматель ищет способы, как погасить кредит. Фермер надеется на помощь со стороны властных структур, однако ее пока нет. Буджак – это степная зона, и животноводство является основой экономики в регионе. Скажите, каким образом стимулируется эта отрасль в стране? Как распределяются деньги? Что получают фермеры автономии? Я бы хотела, чтобы на этот вопрос ответили депутаты парламента Республики Молдова. И почему нет новых животноводческих ферм? Не строятся перерабатывающие предприятия на юге Молдовы, куда фермеры могли бы сдать мясо, шерсть, ну и так далее? Грустная, конечно, история, потому что если у молодого человека, у молодого предпринимателя нет будущего, конечно же, он со временем свернет свой бизнес и, скорее всего, уедет из страны, и таким образом и будущее страны становится все более и более туманным. Почему не создаются новые предприятия? Потому что нет сбыта. А сбыта нет, потому что у нас договор об ассоциации с Европейским Союзом, согласно которого мы имеем уже определенные квоты и можем поставлять на европейские рынки только какую-то небольшую, строго регламентированную часть продукции, раз. И второе, эта продукция должна соответствовать всем стандартам европейского качества, что еще не всегда есть у нас. Может быть, оно есть де-факто, но де-юре не заверено еще различными сертификатами качества и так далее. Это процедура дорогостоящая и достаточно длинная. Приобретение всех этих сертификатов на соответствие. Ну и третье, и немаловажное, то, что европейские ниши, они во многом уже заняты, и для того, чтобы попасть на европейский рынок, нужно очень-очень много работать и пробиваться, буквально распихивая локтями тех, кто на этом рынке существует уже какой-то определенный период времени. У нас, к большому сожалению, к договору об ассоциации с Европейским Союзом добавился еще один дамоклов меч над сельским хозяйством. У нас вступил в силу неделю назад договор о прямых поставках с Турцией, договор о свободной торговле, согласно которого турецкая сторона будет поставлять в Республику Молдова продукцию сельскохозяйственного производства, и растениеводческую, и животноводческую продукцию сезонного происхождения. Мы предполагаем, что вступление в силу этого договора добьет наше сельское хозяйство, потому что в Республике Молдова в основном вся сельхозпродукция сезонная.
В то время как Турция в теплицах выращивает и фрукты, и овощи круглый год, снимает по 3 урожая в год и имеет возможность заполнить молдавский рынок абсолютно всем, начиная от петрушки и заканчивая персиками, яблоками, грушами и виноградом. Для чего нужно было подписание этого договора о свободной торговле в условиях, когда и экспорт, и импорт из Молдовы в Турцию и из Турции в Молдову постоянно растут? Это непонятно для нас и сегодня. Есть такая форма поддержки молодых предпринимателей, как молодежные кредиты. Эта форма прописана в законодательстве Республики Молдова. Она начата была еще в то время, когда партия коммунистов находилась у власти. К большому сожалению, сегодня в большинстве своем молодежные кредиты не обеспечены фактически деньгами. Это еще удача данного предпринимателя, что он смог получить этот молодежный кредит в 2016 году. Я не могу сейчас сказать обо всей Республике Молдова, но я родом из Сорокского района. В Сорокском районе ни один молодой предприниматель не получил молодежный кредит на развитие сельскохозяйственного производства. И вот эти все проблемы вместе взятые, которые никак не решаются уже 8-й год в Республике Молдова, они привели к тому, что наше сельское хозяйство, которое стало развиваться, которое и на консолидированных землях стало приобретать и работать с новой техникой, стало приобретать качественные семена, качественные саженцы, стала получать субсидии на то, чтобы выращивать сельхозпродукцию конкурентоспособную на европейских, на восточных рынках. Все это снова возвращается к уровню деревянной сапы, как принято говорить у нас в Республике Молдова. Вопрос такой, что в последнее время не открылось ни одно предприятие на юге Молдовы. Я могу сказать, что не только на юге Молдовы, по всей республике не открылись предприятия, но наоборот они закрылись. То, что было сказано о том, что все начинается с того момента, с подписания договора об ассоциации, это правильно. Я могу говорить точно, что начиная с 2009 года до сегодняшнего дня, несмотря на то, что в договоре об ассоциации включено какие-то квоты на какие-то продукты, до сегодняшнего дня в течение 7 лет из Республики Молдова, то есть экономические агенты, не экспортировали ни 1 килограмма продуктов животноводческого происхождения в Европейском Союзе. Ни 1 килограмма. Потому что для нас или нам указывает, что наша продукция не соответствует качеству или другим стандартам. Но эти стандарты постоянно и меняются, и тоже они определяют, соответствует или не соответствует. Естественно, мы не интересны Европейскому Союзу как экспортеру туда. Мы интересны как импортер оттуда. Но несмотря на это, что мы подписали договор об ассоциации, мы закрыли рынок в Российской Федерации. Исходя из этого, из Республики Молдова экспорт в Российской Федерации опять уменьшился где-то на 60%. За собой это все тянет в цепи и все остальное. Что я имею в виду? Любая страна, любая экономика любой страны, вернее сказать, связана с экспортом. Как мне председатель парламента Венгрии говорил о том, что все войны начались с экономической проблемы. Поэтому на сегодняшний день мы, теряя рынок, российский рынок, практически наши предприятия начинают или закрываться, или уменьшить свое поголовье, или производство уменьшить. Исходя из этого, автоматически сокращаются и рабочие места, или вообще исчезают эти рабочие места. Мы говорили выше о студентах. Ну, как, студенты где могут устроиться или
те, которые закончили факультеты, где могут устроиться на работу, если предприятие в том периоде или закрывается, или сокращает рабочие места. И автоматически им негде устроиться на работу. Тем более, чтобы они, как молодые специалисты, имели какую-то зарплату хорошую. Поэтому мы поставили на сегодняшний день как задачу для того, чтобы в Республике Молдова открылись рабочие места, в том числе и на юге. Нам нужно, чтобы открыть срочно российский рынок. И не только это, а попытаться аннулировать и таможенные пошлинности, чтобы мы были конкурентоспособны на российском рынке. В то время, как нас не было этого периода, нас позабыли как хорошие яблоки, хорошее мясо. Поэтому, если у нас будет экспорт, у нас начнется развитие предприятий. Фермерам, если будет экспорт в большом количестве, даже кредиты не надо будет им, потому что они сами будут зарабатывать на кредит, на развитие. Мы имеем в парламенте, была создана рабочая группа, имеем в парламенте первое чтение, такой кредит агрикол или сельскохозяйственный кредит, он первое чтение прошел, но второе чтение вот тянется год, правительство не хочет и не пытается. Но даже больше можем говорить, надо было много ума, чтобы в течение 2 лет потерять польского кредита. Кредит, который для наших сельскохозяйственных и промышленных деятельности, это был кредит, даже нет слов. Мы потеряли его. Другая проблема, которая есть, не только то, что импорт из Турции. Мы имеем навалом продукции животноводства происхождения, молоко и все компоненты из Украины. Украина из того, что Россия поставила ограничения для экспорта в России, они пытаются экспортировать их продукцию где угодно и как угодно. Часть из которой попадает на молдавский рынок. И мясо, птицы, и свинина, и молочные продукты. По цене, которые наши производители не могут себе позволить. Да. И поэтому и начинается сокращение поголовья. Я это говорю с точностью, потому что раньше я был в должности генерального директора агентства по безопасности продуктов питания. Я знаю это с точностью, как работали раньше, но сейчас ситуация совсем другая. Позволили кому не лень, чтобы попали на молдавский рынок. Вот поэтому мы сейчас воюем в ту сторону, чтобы разблокировать экспорт в Российскую Федерацию, пересмотреть условия договора с Евросоюзом, чтобы не было симметрично, а было асимметрично подписано, чтобы нам дали возможность экспортировать. Будет экспорт, будет развитие. Пока на этом этапе мы здесь застряли. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, разрабатываются ли у нас какие-то новые методы выращивания сельхозкультур, какие-то новые технологии в приготовлении молочных мясных продуктов, например? Господин Кара. Я могу сказать, что я представляю Камрадский госуниверситет, и Камрадский госуниверситет участвует во многих проектах. Наши специалисты выезжают во многие страны, и благодаря этим проектам мы имеем возможность изучить, на каком уровне находится в том числе и сельское хозяйство других стран, и смотреть и перенять те технологии, которые есть там. Наша задача как преподавателей в первую очередь говорить об этом студентам, учить их этим технологиям, но те проблемы, которые были подняты ранее, что само сельское хозяйство, как говорили наши коллеги, не развивается теми темпами, которые мы хотели, задается вопрос, где бы они могли бы это воплотить в реальность. И то, о чем мы говорили, если они буквально первые 3 года не проработают, не будут внедрять это, то это получается нет того эффекта. Хотелось бы, если сами сельхозпредприятия наберут темпы работы,
то у них появятся свои вопросы. И эти вопросы они, наверное, будут адресовать уже науке, в том числе и нашему Камарадскому госуниверситету. При работе возникает много вопросов. Нужно усовершенствовать ту или иную технологию, нужно снизить себестоимость получаемой продукции там, и так далее, и так далее. К сожалению, вот из-за того, что нет того темпа развития, который мы хотим, вот, получается вот такая ситуация. Спасибо. Господин Керчу, насколько вот овцеводство и козоводство перспективны в сегодняшних условиях? Стоит ли вообще развивать эту отрасль в будущем? Конечно, эту отрасль бесспорно стоит развивать, но, как господин Раду сказал, что если появится сбыт, мы откроем рынок сбыта в России, то нам никакие кредиты, ничего не нужны. Единственное у нас и самая глобальная проблема – это пастбища. Негде выпасать скот, идет захват просто земель, земли распахиваются, и людям негде вообще негде пасти. Где-то 60-70% этих земель распахивается. Распахивается лидерами? Распахивается лидерами, да, решением там каких-то там советов, незаконными решениями. Они захватывают эти земли, распахивают, чебанов вытесняют. Идет просто уничтожение этой отрасли животноводства. Я еще раз говорю, что нам как бы не нужно помогать, нам просто надо как бы вот вернуть нам наши пастбища и открыть нам рынок сбыта. Все остальное мы сделаем сами. Мы умеем работать, и я думаю, что мы справимся с этой проблемой. Единственное, нужно пастбище и сбыт. У вас был вопрос к господину Раду? Я бы хотел как-то вот связаться с господином Раду, как-то, чтобы мы там пообщались там по телефону или как-то, если можно. Мы общались раньше с господином Раду. Чтобы он представил вам контакты, да? Контакты, да, свои контакты. Я хочу представить сейчас кишиневским участникам последнюю реплику, если у вас есть какие-то рекомендации нашим фермерам, потому что передача уже заканчивается, чтобы мы как-то подвели итог нашей беседы. Ну, разрешите, я отвечу сначала на вопрос по пастбищам. Вы очень правильно сказали, они распахиваются местными сельскохозяйственными производителями, и как раз к этому вопросу ни парламент, ни правительство Республики Молдова отношения никакого не имеет. Это земля, которая находится в распоряжении органов местного публичного управления, передается в управление, в аренду, продается она только по решению местного совета, поэтому здесь вам нужно работать непосредственно с советниками местного совета, которые принимают решения о передаче пастбища в какие-то руки, возможно, о продаже этой земли, о том, чтобы разрешить пахоту на этом пастбище. Конечно же, это не порядок, тем более на юге нашей страны, там, где животноводство на сегодняшний день более развито, чем на севере. Рекомендации, какие мы можем дать сегодня и нашим собеседникам, присутствующим в Камрате, и слушателям нашей передачи, и тем, кто будет смотреть эту передачу в записи. С сегодняшним правительством мы не изменим ситуацию в сельскохозяйственной сфере. С сегодняшним парламентом, с сегодняшними властями принимать какие-то решения, которые будут направлены на поддержку сельхозпроизводителя, вряд ли удастся. И те договора, которые уже подписаны либерально-демократическим правительством Молдовы, они ни в коей мере не направлены на решение социальных проблем и на поддержку сельскохозяйственного производства, и на поддержку перерабатывающей промышленности. Поэтому самое главное, что нам нужно делать сегодня, для того, чтобы решить и первоочередные наши проблемы, и перспективные наши проблемы, нам нужно менять власть. Нужно хорошенько думать о том, как это делать, нужно хорошо думать перед тем, как выбирать. Не слушать красивые сказки, мы уже этих розовых облаков насмотрелись за последние 7,5 лет, а четко взвешивать, кто люди слова, кто люди дела. Спасибо огромное еще раз за возможность пообщаться с жителями района Камрат. Что я хочу добавить, в этом году власть по фискальной политике хотела поднять налог на пастбище на 15%. То, что я добился, чтобы этот налог остался прежний и не поднимать
на 15% налог на пастбище, исходя из того, что, как правильно было сказано, что все пастбища спашены. И нету, и если еще будем поднимать налог на пастбище, мы останемся вообще без поголовья. То, что есть какие рекомендации, я думаю, что после вчерашнего дня появилась новая надежда о том, чтобы разблокировать рынки сбыта продукции. И мы будем работать для того, чтобы наша продукция была экспортирована в Россию, в страны СНГ. По крайней мере, я могу сказать сегодня, что в ближайшее время Евросоюз нашу продукцию не примут под любыми предлогами качества, стандарты и не знаю, даже сертификат, что бланк не так соответствует. Но если взять и сравнять данные поголовья овцеводства в 2009-2016 году, это страшно, просто страшно. Поэтому мы будем работать для того, чтобы мы открыли рынок сбыта нашей продукции. Животноводческого происхождения, растениеводственного происхождения, в том числе и консервы и вино. Потому что без экспорта наши производители не имеют будущего. И не только производители, но и все люди, которые работают в данной области. Потому что впоследствии экспорта создаются рабочие места, создаются хорошие зарплаты, создается хороший бюджет, как в той населении, где находится производитель, так и на уровне страны. Поэтому мы будем работать для того, чтобы экспорт был в этом направлении. Мои данные после программы вы возьмете его операторов, вам передадут мой телефон, вы свяжетесь, и мы встретим и обсудим, чем я могу быть полезен в вашей ситуации. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. Но давайте, уважаемые участники, подведем итог и у нас в Камрадской студии. Вот скажите, господин Герчи, вот что вы ждете, какую поддержку вы ждете от государства для модернизации овцеводства, козоводства? Ну, в первую очередь нужно решить вопрос с пастбищами. И если мы решим этот вопрос с пастбищами, то многие проблемы отпадут сами собой. И второй вопрос – это нужен сбыт нашей продукции, реализация нашей продукции. То я думаю, что тогда и молодежь уже останется здесь, не будут уезжать, потому что не секрет, что молодежь уезжает отсюда. Ну, естественно, что все люди ищут лучшей жизни. Но мы должны здесь быть дома, здесь работать, потому что тем более есть, я думаю, что сейчас вот вчера был решающий момент, я думаю, что это был переломный момент в нашей истории Молдовы. Я думаю, что мы надеемся, перспектива конечно, есть, перспектива есть, да. Я думаю, что все-таки мы добьемся своего, будет нормально. И будем развивать сельское хозяйство. Будем развивать сельское хозяйство. Господин Кара, ваши рекомендации? Да, спасибо. Я тоже присоединяюсь к тем высказываниям, которые были сказаны нашими коллегами. И хочу сказать, что и думаю, и верю в наше будущее, что все-таки сельскохозяйственное производство выйдет на новый этап, на новый уровень. И, пользуясь тем, что я нахожусь в этой студии, могу пригласить будущих выпускников, будущих студентов. Мы видим, какая работа делается в этом направлении. Есть проблемы, да, мы согласны, но также работа над этим ведется. Не забывайте, что вам нужно обучаться тоже 4 года, 5 лет. Через 4-5 лет могут быть определенные подвижки в этом направлении, и необходимо будет поднять уровень сельскохозяйственного производства. Это можно будет сделать только с молодыми перспективными специалистами. Поэтому, если есть желающие, например, сегодня была посвящена программа наша по разведению сельскохозяйственных животных, в частности овец и коз, то можно обращаться к нам. Телефон 24345 это приемная у нас в Камрадском госуниверситете, или на наш факультет. Мы можем записать сразу желающих и можем организовать группу по подготовке специалистов в этом направлении. Спасибо, мы вас ждем.
Я благодарю вас за участие в нашей программе. Конечно, развитие сельского хозяйства, особенно в регионах, очень важная часть экономики страны. И насколько успешны наши фермеры и сельхозпроизводители во многом зависит от государственной поддержки, регионального субсидирования, привлечения частных инвестиций. И не зря на это акцентируют внимание в своих предвыборных программах кандидаты, прекрасно осознавая, что их избиратели, занимающиеся сельским хозяйством, на эту помощь очень рассчитывают. Вот если бы эти обещания еще и выполнялись. Вы смотрели постэлекторальные дебаты в программе «В центре внимания». До встречи в эфире.